Рассказать о работе в сфере агрохимии в условиях жестких экономических санкций собрались представители абхазских и российских профильных компаний. Общество с ограниченной ответственностью «Альпика Агро» работает на абхазском рынке уже более 3 лет. Ее представители рассказывают, что проведение подобной конференции продиктовано сложившимися политическими условиями и принятыми экономическими санкциями. У нас открыто здесь дочернее предприятие, Центр инноваций и развития сельского хозяйства Абхазии, которое представляет здесь наши интересы. Сейчас мы, в принципе, планируем расширять деятельность и рассматриваем также аренду земли для производства семян сои, ярового ячменя, переваренного ячменя и других культур. Одной из наиболее подходящих почвенным и климатическим условиям нашей страны культуры является орех-фундук. Его производство активно развивалось в последние годы. Анна Малыхина с фундуком, его выращиванием и переработкой уже давно на «ты». Будучи кандидатом сельскохозяйственных наук, она всерьез увлеклась этой культурой. Плодом ее работы стала новая книга «Производство фундука в условиях Абхазии», где она подробно описывает почвенные предпочтения фундука, его климатические потребности. Будут сделаны предложения, как работать в дальнейшем в новых условиях. Будут предложены линейка препаратов, линейка удобрений для выращивания фундука. То есть, с научной точки зрения сегодня здесь будут присутствовать доктора наук, профессорский состав, и будем обсуждать возможности дальнейшей работы, дальнейшего развития. Профессорский состав на примерах покажет, насколько важно учитывать результаты анализа почвы и вносить удобрения по нормам. На днях свои филиалы в России свернула крупная американская компания. В одночасье плодовые холдинги-гиганты остались без удобрений и средств защиты. Сотни людей потеряли свои рабочие места. Возможно, это только начало, отмечают участники конференции. Возможно, в следующем году или в течение года еще несколько крупных компаний-производителей средств защиты растений закроют свою деятельность в России. Сейчас никто не говорит, что это будет точно, но никто не подтверждает, что никуда не уйдет. Вместе с тем, в ходе конференции было отмечено, что российские компании давно работают над программой импортозамещения. Если раньше они пользовались утвержденными формами западных производителей, то теперь создают свою линейку средств защиты растений. Кроме того, обсудили программу улучшения качества опыления и завязи многолетних культур, защиту садов и виноградников, применение новых пестицидов. Илана Казамба, Сасрыква Агухава, Абаза ТВ.